И к другим новостям. В Париже прошел показ одежды из вторично переработанных материалов. Организаторы решили доказать, что мода – это не обязательно дорогие ткани. Это платье сделали из кофейных мешков. Оно вошло в коллекцию зеленых нарядов, которые недавно представили в Париже. Мероприятие приурочили к неделе высокой моды. Показ прошел в обычной квартире. В ней 10 начинающих дизайнеров попытались доказать, что мода – это не обязательно самые дорогие ткани и аксессуары. Мы решили начать с отходов графита, поскольку это огромная проблема для индустрии. Графит везде, от гаджетов до космических шаттлов. Мы должны его перерабатывать, поскольку это благородный минерал, нетоксичный, природный смазочный материал. У него много хороших свойств, его очень много. Верхняя часть платья вышита переработанными пайетками, сделанными из пластиковых бутылок. Их вырезали и пришили к наряду. Юбку раскрасили вручную в Италии. Затем ее украсили пайетками из бутылок. По некоторым подсчетам, объем мировой модной индустрии в этом году достигнет $2,4 триллиона. При этом лишь менее 1% одежды перерабатывается. Кроме того, каждый год в процессе стирки из одежды вымывается 500 000 тонн синтетического микроволокна. Это равно 50 миллиардам пластиковых бутылок. Нравится вам это или нет, но будущее за экологичностью, особенно в моде, которая считается второй по масштабам загрязнения индустрии на планете. Вам не стоит бояться, что внешний вид изделия пострадает только потому, что шелк органический, а не обычный. Это по-прежнему шелк. 5 победителей, которые представили свои наряды для показа, смогут продемонстрировать их на неделе моды в Милане уже на подиумах. В мае этого года такие бренды, как Nike, H&M, Burberry и Gap присоединились к экологичной программе. Она призвана сократить объем отходов в модной индустрии. Нуржамал Бурханова, Адилет Муратов. Общественный, Первый канал.